Война объявлена тому, что мы делаем. Война была объявлена тем процессом позитивным, которые сегодня наметились на Северном Кавказе. И эти силы, которые не могут смириться с тем, что происходит консолидация народа, что люди, населяющие нашу страну, хотят жить в мире и в согласии. В частности, ингуши, они хотят строить свою государственность, решать проблемы, которые сегодня находятся, которые есть сегодня на юге страны. Мне кажется, просто поставлена задача, чтобы Республика Ингушетия как таковая не существовала, чтобы не было государственности. Поставлена задача отдельными силами, которые сегодня хотят, чтобы Ингушетия это была зоной нестабильной. И вот сегодня я вам говорю, что есть определенные эти силы. Они есть и вне республики, и в республике, которые бы не хотели бы иметь эту республику, чтобы она не была. И, к сожалению, люди, которые себя называют ингушами, есть и такие, к чему угодно готовы присоединиться, к скандинавским, к Америке, там еще куда-то, и здесь к любой республике. Их интересует не судьба этого народа, их интересует там нефтекомплекс, там Кавдоломит, там земли, там. Им не важно, как называться это будет республика. Это как перекати поле. Знаете, люди, где они оказались, где им хорошо, там их родина, там их государственность. У ингушей другая ментальность, другие подходы, другое миропонимание. В республике площадку Республики Ингушетия для экспериментов сделать никому не позволю. А то, что вы спрашиваете, это будет, к сожалению, продолжаться до тех пор, пока те деньги, на их, которые брошены, они не кончатся. Потом будет опять, потом будет какая-нибудь новая технология, потом опять к нам вернутся, и потом опять начнется информационный терроризм по отношению к республике. Что касается поддержки регионов, прежде всего регионов юга России, то должен сказать, что она осуществляется в масштабах, которые гораздо больше, чем поддержка других регионов Российской Федерации. Фактически почти все эти регионы относятся по основным параметрам к депрессивным регионам. Самая главная задача там создание собственной экономики и собственных рабочих мест. Это в значительной степени будет зависеть от самих субъектов Российской Федерации на юге России. Нужно таким образом организовывать производство и свою экономическую жизнь, чтобы становиться более и более самодостаточными. Разумеется, без поддержки федерального центра решить эту задачу быстро и эффективно не удастся. Поэтому у нас есть соответствующие программы, есть определенные договоренности на уровне правительства.